Доброе утро, дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК «Саха». И этот утренний эфир для вас проведем мы, Полина Долинская и Руслан Ачиров. На календаре у нас 3 июня, четверг. Сегодня мы узнаем самые эффективные способы, как бороться со стрессом. Как правильно выбирать себе солнцезащитные очки. Посетим контактный зоопарк в Бердиге-Стяхино, а также мы с Александром Хавренко узнаем, как утром занимаются восточными единоборствами на стадионе Туймада. Сегодня к нам придут также очень интересные гости. С одним из них мы обсудим о поддержке предпринимателей, а также со вторым гостем узнаем, какой проект скоро появится на Талом озере, который будет называться «Мусор в кубе». Также мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Отправляйте на наш номер WhatsApp, который вы видите на своих экранах, 8 914 273 44 88. Пишите свои поздравления, делитесь планами на выходные, рассказывайте о позитивных событиях в своей жизни. Ну и также наша страничка в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ. Ну и, конечно же, следите за новостями. И по традиции мы начинаем наш выпуск с прогноза погоды. В 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 9-14 градусов тепла, в заречной группе от 9 до 13. В южных – в Алдане плюс 5, в Нерингре плюс 6, в Вилюйской группе улусов. Теплее всего сегодня в Нюрбе плюс 17 градусов, в Верхневилюйске плюс 13. В Нижнеленских 13-14 градусов тепла, в западных 10-13. В Колымын-Дигирской группе улусов столбик термометра показал от 7 до 18 градусов со знаком плюс, а вот в Янских, в Депутатском сегодня погода не особо радует. Минус 13 градусов в 6 часов утра, зато в Батагае плюс 16. На северо-западе пока еще прохладно, плюс 2, плюс 9. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 14 градусов, выше 0 атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Штиль. В течение дня без осадков. Ветер западный подует с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Днем 25-27 градусов со знаком плюс. Вот когда слушаешь прогноз погоды и понимаешь, какая большая у нас республика, где-то минус 13, а где-то плюс 27. Ну, как говорится, тепло дойдет до каждого района нашей республики. Так что, друзья, не будем отчаиваться, а будем ждать хорошей погоды. Ну а сейчас давайте посмотрим самые актуальные новости на этот час. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, уважаемые зрители! Это новости к этому часу, в студии Влад Давыдов. Установлены следующие сроки открытия навигации для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, которые принадлежат физическим и юридическим лицам республики, и их выход на водные объекты после окончания ледохода. С 3 июня это будет позволено в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Ленском, Мирнинском, Ниренгринском, Нюрбинском, Алекминском, Сунтарском, Татинском, Тампонском, Усть-Майском, Чурапчинском районах, а с 7 июня будет разрешено в Верхоянском, Жиганском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Момском, Намском, Аймеконском, Оленёкском, также в Усть-Алданском, Хангаласском, Венобутантайском районах и в городских округах Жатай и Якутск. Подрядчики приступили к дорожным работам в столице республики в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным. На 1 июня из определенных подрядчиков к дорожным работам приступили Дарстрой, Альянс Строй-2007, РИК, Автодор, Инвест, Дорстрой в план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог на территории Якутска в 2021 году вошли 44 объекта общей протяженностью свыше 59 километров. Плановый объем бюджетных средств на развитие улично-дорожной сети города в рамках нацпроекта составляет 2 миллиарда 200 миллионов рублей. По программе занятости населения этим летом запланировано трудоустройство более 4000 школьников. Ребята занимаются благоустройством, озеленением, также выращивают овощи, помогают на сенокосе. Помимо этого, 108 детей намерены работать в оленеводческих стадах. Они помогут чумработницам в ведении хозяйства, будут караулить оленей.
Согласно Трудовому кодексу, дети должны работать не более 4 часов в день. Работодатель им выплачивает зарплату, а через службу занятости населения школьники получают еще и финансовую поддержку в размере 4000 рублей. Есть такой плюс, что уже и больше нету границ. То есть арктические улусы, другие улусы, все могут подключиться, и охват можно сделать даже больше, чем обычно. Фестиваль летней занятости «Лето наших открытий 2.0». Наш центр впервые его проводит, да? И мы его проводим как разные активности, разные мастер-классы. То есть дети могут подключиться в Инстаграме, в нашем Ютубе проводятся ежедневно прямые эфиры по разным направленностям, по разным темам. И чтобы зарегистрироваться на наш фестиваль, вам нужно пройти на наш сайт r14navigator.дети, найти наш, получается, фестиваль «Лето наших открытий 2.0» и зарегистрироваться. Тогда ваш ребенок получит сертификат об участии в нашем фестивале, и это будет дополнительным плюсом ему. В Амге на территории базы Центра экологического воспитания юных туристов открыли веревочный парк. Это первый такой парк в заречных улусах республики. Идею создания веревочного парка придумали и реализовали сами работники станции юных туристов. Установку сооружения парка работники начали еще весной этого года. В реализации проекта неоценимую спонсорскую помощь оказали местные организации и предприятия. Они предоставили строительные материалы и помогли в установке сваи. Протяженность маршрута 80 метров, а высота точки достигает 3 метров. Основная цель этого нашего проекта – привлечение детей, подростков, населения к туризму, пропаганда туризма. Всего в веревочном парке 7 этапов. Этапы разные, уровни тоже разные. В 21-й спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчары» примут участие министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. «Игры Манчары» были включены в федеральный проект под названием «Спорт. Норма жизни», в рамках которого в этом году начнется реализация другого проекта «Спорт. Норма Тур», который охватит 6 городов страны. Это Москва, Обнинск, Ульяновск, Белгород, Сочи, Калуга. Старт федерального проекта начнется 7 июля в Бердыгастяхе, где как раз пройдут игры Манчары. Таковы новости к этому часу. Удачного дня! Ученые рекомендуют делать зарядку на пустой желудок после пробуждения. То есть не нужно ни завтракать, ни выпивать даже чашечку бодрящего кофе. Достаточно просто выпить стакан воды с лимоном. Ну а мы предлагаем сделать вам очень бодрую зарядку вместе с тренером по художественной гимнастике Александрой Бронских. И желаем вам бодрого утра. Здравствуйте, меня зовут Александра Бронских. Я тренер по художественной гимнастике. Сегодня мы покажем вам разминку, которую вы сможете повторить в домашних условиях. В этом мне помогут воспитанницы спортивного клуба «Либерти» и гимнастки сборной Республики Саха-Якутия. Давайте начнем. Итак, ножки вместе, ручки в замочек. Начинаем разминать наши пальчики, подключаем правую ножку. Поехали. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Другая ножка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. Ножки вместе. Пружинка. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вытянули ручки наверх, улыбаемся, вытянули шейку, стоим, держим. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опустились на пяточки, взяли себя за локоточки, наклоны вниз. И 1, растягиваем, 2, подколенную связочку, 3, 4, 5. Умницы. 6, 7, 8. Отлично. Выросли. Ручки в стороны, ножки на ширине плеч. Готовимся. Наклоны. И 1, и 2, и 3. Не торопимся. 4, и 5, и 6. Тянем бок. 7 и 8. Ручки вперед. Наклон. И 1. Вытягиваем позвоночник. И 2. Длинная шея. 3. Коленочки затянуты. 4. 5. Еще ниже.
6, 7. Отлично, вытянулись. Сели вниз. Выпад на правую ножку. Качаемся и раз, качаемся. 2, 3, активней. 4, развернулись и 5, выпад. 6, спинка прямая. 7, 8, другая ножка и раз, ниже. 2, 3, 4, развернулись и 5, шейка. 6, 7, 8. Делаем упражнение на пресс. Ножницы и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Держим ножки. Раз, 2, 3, улыбаемся. 4, 5, 6, 7. И повторили еще раз. Отлично. Сделали складочку. Потянулись вперед. Вытянули позвоночник, вытянули ручки. И раз, 2, лежим в складочке. 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. Встали на ножки. Сделали глубокий вдох. Выдох. Умницы. Спасибо. На этом наша разминка закончена. Занимайтесь спортом, занимайтесь художественной гимнастикой и будьте здоровы. В последнее время на улицах города Якутска стало заметно больше велосипедистов. И это не может не радовать, ведь велосипед, так же как и регулярная зарядка, очень положительно сказывается на здоровье. Пользуясь случаем, мы поздравляем всех велосипедистов со Всемирным днем велосипеда. Какие еще даты и события связаны с сегодняшним днем, посмотрим в нашей постоянной рубрике. июня – Всемирный день велосипеда, один из праздников ООН. По народному календарю, если 3 июня было дождливым, то ждали ненастную осень. Если идет дождь с градом, это предвещает снег с крупой 3 декабря. 3 июня 1785 года – день рождения парашюта. Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированный им купол, а первый эскиз парашюта нарисовал Леонардо да Винчи в 1483 году. 3 июня 1892 года – день основания футбольного клуба «Ливерпуль». 3 июня 1927 года в Москве снесли Красные ворота. Эту триумфальную арку построили в 1709 году по приказу Петра I в честь победы над шведами в Полтавской битве, а снесли для упорядочения дорожного движения. 3 июня 1965 года американский астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем и вторым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. В 1843 году в этот день родился Климент Тимирязев, русский естествоиспытатель, один из основателей русской школы физиологии растений. 3 июня 1865 года на свет появился Георг V, король Великобритании. 3 июня 1876 года родился Николай Бурденко, русский и советский хирург, основоположник российской нейрохирургии. 3 июня 1885 года родился Яков Свердлов, советский политический деятель, революционер. В 1908 году в этот день появился на свет Борис Рыбаков, советский и российский археолог и историк, академик Российской академии наук. 3 июня 1982 года родилась Елена Исенбаева, российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка. Именины в этот день празднуют Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор и Ярослав. Сегодня без солнцезащитных очков не обходится ни один модный показ. И так сложилось, что мы уже воспринимаем солнцезащитные очки уже как некоторый элемент стиля. Нередко совершенно неоправданно забывая про их основную задачу. Прежде всего, очки должны защищать наши глаза от ультрафиолета. Предлагаем вам несколько советов по подбору солнечных очков. Солнцезащитные очки лучше всего покупать в специализированных магазинах. Модели выбирайте с вкладышем и маркировкой.
Там же вы найдете информацию об условиях эксплуатации очков. Если они рекомендованы для туристических поездок в жаркие страны или районы высокогорья, значит линзы имеют очень сильный светофильтр, который обеспечивает почти 100% защиту от ультрафиолета. Такие очки относят к самым высоким, 4 и 5 категориям. Они, как правило, очень сильно затемнены, и их нельзя использовать для вождения автомобиля. Самыми сильными являются 4 и 5, которые делаются исключительно под заказ и предназначены для горнолыжного спорта. То есть проценты затемнения там варьируются вплоть до 97%. То есть светопропускная способность у них там буквально остается около 3%. Для города подойдут более простые очки 2 категории. Такие чаще всего слегка тонированы. Если вы планируете пляжный отдых, выбирайте универсальный вариант – очки 3 категории. Мы поинтересовались у горожан, знают ли они категорию светозащиты своих солнечных очков. Нет. Чем руководствовались, когда покупали? Ну, просто понравилось и вроде защищает. Ну, я не могу хорошо знать, конечно, но я думаю, что они от ультрафиолета, вот коричневое стекло, да, от ультрафиолетового излучения защищает. Чем темнее получается окраска вот линз очков, да, тем у нас под очками зрачки расширяются. Чем шире у нас зрачок будет, тем, получается, лучше поступает нежелательный вот ультрафиолет. Поэтому, если брать, то можно вот светло-серые, можно даже зеленые. Нужно смотреть на маркировку, надо выбирать, чтобы там была надпись УВ 400 или 380. Категорию светозащиты, как правило, указывают на дужках очков. Важно знать, что хорошие линзы солнцезащитных очков приглушают яркость изображения, но не влияют на цветопередачу. Что касается оправы, то она не должна сдавливать виски, иначе ношение очков приведет к головным болям. Хорошо, если дужки крепятся к оправе при помощи системы Flex. Она обеспечивает идеальное прилегание. И напоследок о носовых упорах. Самые комфортные – силиконовые. Они крепятся к оправе с помощью металлической проволоки. При желании ее можно слегка согнуть или разогнуть, в зависимости от ширины вашей переносицы. Кстати, очень полезная и актуальная информация, потому что с каждым днем солнце светит все ярче и ярче, все теплее и теплее, и без солнцезащитных очков, просто невозможно выйти уже из дома. Кстати, Руслан, у тебя сколько пар очков? У меня было очень много пар очков раньше, да, которые практически вот так я клал на торпеду в автомобиле, и они все обычно приходили в негодность за один сезон. Вот. И буквально, по-моему, лет 5 назад я купил себе очки, у которых есть магниты на дужке, на конце, и их очень удобно за зеркало заднего вида зацеплять. Вот с тех пор и хожу в тех же очках, да. Друзья, так что ловите еще один лайфхак. Если вы передвигаетесь на автомобиле, обязательно выбирайте очки, у которых есть магниты на дужках. Но это не обязательно. Но это как минимум полезно. Ну а теперь мы переходим к нашим экономическим новостям, и к нам присоединяется Миргуяна Иванова. Объем инвестиций в создание оптово-распределительного центра для обеспечения нужд северного завоза в Якутии оценивается в 1 миллиард 700 миллионов рублей. Оптово-распределительный центр на правом берегу Лены напротив Якутска создается в рамках расширения границ Тор-Якутия. Он будет представлять собой многофункциональную организацию для производства, приемки, хранения и переработки продукции, местной продукции и продовольствия. В перспективе планируется реализовать вторую и третью очередь проекта. Якутские производители участвуют в отборе на субсидию по корпоративной программе повышения конкурентоспособности в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Это CBM, Севералмаз-технологии, Керге, Григори, Якутский ювелирный завод, Аурифекс и Сахабулт. Предприятия ювелирно-гранильной и легкой промышленности, успешно прошедшие квалификационный отбор, смогут получить кредиты на развитие производства по ставке на 4,5% ниже среднерыночных. Сообщается, что на сегодня Минпромторг России заключил соглашение с двумя якутскими компаниями – Севералмаз-технологии и Якутский ювелирный завод на реализацию программы повышения конкурентоспособности. Общая сумма превысила 615 миллионов рублей.
продолжение темы ювелирные компании Якутии примут участие в бирже деловых контактов в Татарстане. Центр «Мой бизнес» проведет 9 июня в Казани биржу деловых контактов с участием якутских и татарских ювелирных компаний в рамках Дней Якутии. В бирже примут участие магазины, заинтересованные в реализации продукции якутских ювелиров. Таким образом, в выставке ярмарки в Казани примут участие Саха-Таз, Керге, Саха-Алмаз и Я золото сделано в Якутии. Компании являются производителями ювелирных изделий из золота и серебра с использованием редких драгоценных камней, включая якутские бриллианты. Также ювелиры изготавливают сувениры из мамонтовой кости, якутские ножи в национальном стиле. Ну что, мы продолжаем наш эфир, и у нас в гостях исполнительный директор консалтинговой компании Focus Pro Алина Жиркова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, вот как пришла идея создать консалтинговую компанию? Эта идея принадлежит не мне, а моему партнеру Джоустану Иванову. 3,5 года назад подошел ко мне молодой парень, ровесник моего старшего сына. Ему было тогда всего 28 лет, и он сказал, что хочет влиять на богатство республики. Ну, вначале мне показалось это очень просто милым, а я тогда была финансовым директором, параллельно вела 6 компаний. В общем-то, меня все тогда устраивало, и он говорит: станьте моим наставником. Я говорю: а какой у тебя план вот в этом? И он показал мне очень простой план, который соответствует его миссии. Смотрите, я вам могу рассказать тоже это в 3 словах. Да, конечно. Вот. Как повлиять вот просто простому парню на богатство экономику республики? Да, экономику республики. Внедрить туда методику работы с товарным ассортиментом таким образом, чтобы это повлияло на чистую прибыльность. И помочь создать 50 тысяч рабочих мест внутри республики и за пределами. То есть создать приток налогов в республику. Очень простой план. А я математик, и меня эта идея своей простотой, можно сказать, захватила. Вот. И я подумала: ну ладно, давайте я попробую помочь ему просто создать курс. Конечно, я вначале говорила о том, что нужно отработать общение, отработать содержание. И придется, вначале для того, чтобы можно было громко заявлять об этой методике, нужно вначале ее действительно внедрить в несколько бизнесов для того, чтобы показать, что она действительно работает. И вот за эти 3,5 года у нас прошло через обучающий курс и сопровождение где-то 156 компаний. Это уже 3000 рабочих мест. И мы повлияли, создали такую гипотезу, что если чистая прибыль составляет где-то половину фонда оплаты труда, а мы повлияли на увеличение фонда оплаты труда на 30%, то тогда это, по этой формуле, это где-то на 200 миллионов рублей мы уже повлияли. Замечательно. Да. То есть вот идея молодого парнишки, в которого вы поверили, принесла такие замечательные результаты. Да. Мы немножко модернизировали эту методику, и теперь мы помогаем и стартапам, и крупным бизнесам, и средним бизнесам. Получается, причем это и в производстве, и в услугах, и в сети розничных магазинах. Начиналось с сети розничных магазинов, потому что Джоустан внедрил эту методику вначале в своей родительской компании в городе Вилюйске. Сейчас это процветающая компания. Да. Прекрасно. А какие продукты или услуги для клиентов у вас есть и для каких предпринимателей? У нас такие есть от 2 до 4 часов маленькие вводные, бесплатные или такие недорогие услуги, на которые может каждый желающий прийти и посмотреть вообще, стоит ли нас дальше слушать, скажем, да? Затем есть обучающий курс, который 6 недель ведется. Это 1 день в неделю, получается, мы его обучаем целый день, а потом всю неделю, вот секрет, всю неделю сопровождая. То есть заставляем его все знания сразу же превратить в действие. На практике? Да, на практике. У нас есть обученные инструктора, и они их ведут прямо по пунктам, получается, по чек-листу. Вот. И за 6 недель они очень достаточно крупно начинают себя переформатировать. Вот. И есть еще просто такое глубокое сопровождение, когда мы уже полностью всю компанию берем,
И не только обучаем, мы прямо ведем их с точки зрения финансов, потому что я старый финансовый директор, можно сказать, да, с большим опытом. Люблю такое делать. А в каких направлениях именно вот предприниматели обращаются к вам? Ну, в основном. В основном. Или кто может обратиться? Значит, у нас были такие компании, как «Оптимист», «Растор», «Эликом». В общем, именно сети розничных компаний, да? А сейчас начались, и мы помогаем уже и агентствам, то есть это в предоставлении услуг. И недавно прошли 2 курса для начинающих компаний. Хочу сказать, что у нас был такой пример, когда пришла молодая девушка, которая всего 2 месяца назад открыла магазин, прошла сразу же обучение, поняла, что ей не хватает системности, прошла обучение. И вот сейчас, через 2 года, она говорит, что я в 4 раза увеличила свои обороты. А как лучше действовать? Сначала открыть, попробовать, узнать, какие свои слабые стороны и прийти на обучение, либо можно это сделать заранее? Все-таки я предлагаю пару месяцев поработать, потому что чтобы уже был какой-то жизненный, хоть небольшой, но жизненный опыт, чтобы человек понял, что где у него слабое место. Вот. Ну а потом мы в ходе сопровождения мы уже показываем ему некий прогноз, и он тогда соглашается. Потому что когда он совсем ничего не знает, это как бы будет некий туман у него в голове. Да? А когда он уже с чем-то согласен, с чем-то не согласен, тогда легче взаимодействовать. Хорошо, если туман, иногда бывают розовые очки. Да. Да, типа у меня всегда легко получится. Наверное, еще опаснее, да? Да. Скажите, а как вы оцениваете успешность своей работы и ваших клиентов? Знаете, надо было бы мне, как финансовому директору, ответить, что в прибыльности, да, но просто мы не всегда, во время обучения, мы не всегда имеем доступ полностью к финансовой отчетности, скажем, да, компаний. Поэтому успешность мы определяем, знаете как, по достижению запланированных результатов. Да. Например, если компании нужно выйти из долгов, закрыть кассовый разрыв, вот тогда к нам помогаем. Если достигаем это за какой-то определенный срок, значит мы успели, успех. Вот. У нас Джоусан ставит обычно очень амбициозные планы. И так, значит, за какой-то период планирования, он говорит сразу, удвоить, там, значит, показатель. Но если мы не удваиваем, делаем в 1,5 раза меньше, мы говорим, ох, мы не успешны. Но на самом деле мы растем. У нас сейчас, мы долгое время были вдвоем, потому что мы внедряли, то есть мы эту методику опробировали, действительно прям внедряли в компании, смотрели результат, тестировали таким образом, а сейчас у нас уже такая крепкая команда, 12 человек, у нас маркетологи, продажники и инструктора. Кроме того, что вы помогаете другим расти, вы растете сами. И на самом деле у нас идея такая, что наши сотрудники, они прям растут и становятся консультантами. Таким образом мы хотим расширить еще и как бы образовательную сферу. Вот такую. Мы желаем вам успехов. Большое вам спасибо за такую интересную беседу. А мы двигаемся далее. В селе Бердикистях открылся первый в сфере семейных развлечений контактный мини-зоопарк. Автором идеи стала ученица 9 класса районной гимназии Яна Данилова. В мини-зоопарке сейчас живут более 20 видов животных. Юная хозяйка полностью обеспечивает им комфортные условия. Все звери спокойные, здоровые и легко идут на контакт с человеком. Этой весной прошел конкурс «Бизнес-стартап». В этом бизнес-стартапе я заняла 3-е место и получила сертификат на посещение центра «Мой бизнес». После этого я участвовала в форуме общественного действия и развития. Там я получила денежные призы. В нашем зоопарке находится очень много животных, таких как жеребенок, свинья, гуси, утки. Также у нас есть контактные животные, как кролики, черепахи, хомячок и ежик. Кинолог – это не профессия, а состояние души. Невозможно научить собаку чему-либо, если ты не понимаешь, уверена героиня нашей рубрики Марина Смирнова. Не каждый может стать кинологом, но равнодушным эта профессия не оставит никого. Я всегда четко знала с 12 лет, с 11, чем я буду заниматься. То есть других вариантов не было. Дома всегда были собаки, это были, конечно же, не породистые животные, это были дворняжки, и папа разрешал нам заводить все. У нас были все живности, которые существуют, у нас были всегда в доме. Первая моя была собака, мне ее принес одноклассник.
и продал нам ее по спекулятивной цене за 15 рублей. Это хочу быть овчаркой. Ну, вот она, наверное, дала все то, что можно было. То есть все, когда подростки взрослели, ходили, целовались, я ходила на дрессировку собак. Мне уже было лет 19, я поступила на курсы кинолога. На тот момент они были, они проходили в нашем же уже. Теперь я здесь работаю, да, работник этого клуба. На тот момент они проходили здесь. Я записалась, закончила курсы кинолога-заводчика. У меня даже есть медаль, что я являюсь заводчиком, заслуженный заводчик РКФ, Российской кинологической федерации за 20 лет. У меня свой питомник, достаточно известный по всему миру. Наверное, не побоюсь этого слова, потому что мои собаки далеко за пределы нашей России. Моя непосредственная здесь работа – это в основном документация и осмотр щенков. Так называемая актировка щенков. То есть, когда рождаются щенки, я их осматриваю на плембраке, я им ставлю клеймо, я их выдаю им документы и смотрю всевозможные там дочеты или недочеты, породности или непородности. А свои питомцы у вас есть? Да, у меня есть маленькая такса, длинношерстная, она у меня для поцелуев, она так для души, для сердца. На даче сейчас у родителей есть, осталась сука Алабай. Очень крупная 6-летняя сука, ну и все. Наверное, не собаке больше нужна дрессировка, а владельцу. А в каком смысле? Не потому, что нужно владельцу именно самому выполнять, сидеть, лежать и место, да? Он должен научиться, как правильно управлять своей собакой для комфортности совместного проживания. У них тоже, у них там любовь, у них переходный возраст, у них гормональный взрыв, у них там все бывает, как у людей, как у детей. Совершенно все разные. За столько лет не встречала и ни одной собаки, которая была бы похожа. Это призвание. Нельзя, мне кажется, стать кинологом, просто так шел с улицы, там что-то там, лампочка зажглась где-то в голове, а пойду-ка я стану кинологом. Не может быть такого. Как-то я сыну пела в ванной, простите за подробности, да, и он мне сказал, что мама, не надо тебе петь, держать поводки у тебя получается лучше. Вот так что держать поводки у меня точно получается лучше. Очень приятно видеть, когда люди увлечены своей профессией, и видно, что большая любовь к собакам. Хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться к нашим зрителям. Если вы взяли домашнего питомца, то всегда берегите его и любите, никогда его не бросайте. Как говорится в той самой сказке про маленького принца, мы в ответе за тех, кого приручили. Ну а если вы не справляетесь, то лучше всегда обратиться к специалисту, таким вот, как наша предыдущая героиня. Ну а прямо сейчас к нам присоединяется наш новостной обозреватель Влад Давыдов с последними новостями. Коллеги, доброе утро, телезрители. Это новости к этому часу, в студии Влад Давыдов. Совет Федерации на заседании одобрил закон о бесплатном доведении газа до участков россиян. Согласно этому документу, газ будут подводить к участкам без взимания оплаты с граждан за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. Об этом передает агентство ТАСС. Тарифы для населения при этом не должны расти выше инфляции. Кроме того, документ вводит единого оператора газификации. С 1 июня в Нерюнгри начался ямочный ремонт дорог. Работы ведутся струйно-инжекционным способом. В этом году на эти цели из муниципального бюджета выделено более 6,5 миллионов рублей. Еще на этот год запланировано сплошное асфальтирование участка дороги от улицы Амгинская до улицы Кравченко. На эти работы городской администрации уже заключен муниципальный контракт, сумма которого составляет около 8 миллионов рублей. У нас дороги на сегодняшний день представляет собой действительно такое вот жалкое зрелище. Вот это и есть. Но чтобы взять и все сразу отремонтировать, взять и все сразу привести в нормативное состояние, очень тяжело. Например, для того, чтобы проводить даже тот же самый ямочный ремонт, мы сначала должны эти дороги очистить от всего того, что было нанесено на них в течение года. Это не так-то просто, для этого нужна специализированная техника. Подрядчик, конечно же, старается. Министерство науки и высшего образования России работает над возможностью сохранения бюджетного места за студентом при переходе из вуза в вуз и даже при переходе в вуз другого региона.
заявила замглавы ведомства Елена Дружинина в рамках Петербургского международного экономического форума. Она напомнила, что были приняты поправки, которые позволяют студентам подавать документы не на конкретное направление подготовки, а на укрупненную группу специальностей. Продажи туров в рамках нового этапа кэшбэка в России начнутся летом. Купить туры можно будет на октябрь-декабрь, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью НТВ. Сейчас идет текущее окно продаж, оно до 15 июня с возможностью поехать до 30 июня. В этом году воспользоваться программой успели уже более 1 миллиона человек. Общее количество человек, которые воспользовались туристическим кэшбэком, уже превышает 1,5 миллиона человек. Следующая возможность купить туры с основным кэшбэком будет на осень этого года, начиная с 1 октября до декабря. До старта спартакиады по национальным видам спорта и громанчара остается чуть больше месяца. Подготовка к главному старту идет полным ходом. Накануне оргкомитет игр представил журналистам спонсоров и партнеров предстоящих игр. Известно, что на такие крупные спортивные события требуется большое финансирование, поэтому привлечение сторонних спонсоров является мерой необходимой. Общая требуемая сумма равна 15 миллионам рублей, и на сегодняшний день привлечение средств продолжается. У нас, к сожалению, исходя из эпидситуации, которая складывается в нашей республике и в целом по стране, эти мероприятия будут происходить с учетом определенных ограничений и требований, которые предъявляются со стороны надзорных органов. Это, во-первых, работа по вакцинации всех участников и организованных гостей, и, во-вторых, соблюдение мер безопасности. С точки зрения организационной работы, то работа на финишном этапе, в том числе по строительству объектов, по благоустройству территории. Я думаю, что в течение июня месяца будут эти работы завершены. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня. Слово передаю коллегам. Каждое утро сотни жителей нашего города выходят на улицы заниматься спортом. Это и пробежки, это и групповые занятия. Просто приятно посмотреть. Ну и сейчас с нами на связи наш корреспондент Александр Хавренко. Он находится на стадионе Туймада. Там проходят утренние зарядки. Александр, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Наш канал продолжает такой своеобразный экскурс по местам, где можно в нашем городе, в Якутске, с утра позаниматься спортом, сделать зарядочку. И сегодня мы находимся, наверное, в самом центре, силы, в центре физкультуры и здоровья. Это, конечно же, всеми любимый стадион Туймада. Здесь по традиции очень много людей каждое утро занимается. Конечно, основную массу занимают бегуны. Очень много людей бегает, но также присутствует группа людей, которые занимаются гимнастикой, какой-то зарядкой, аэробикой. Скандинавы, конечно же, со своими палками, скандинавской ходьбой. Ребята, которые занимаются воркаутом. То есть здесь найти занятие по душе может, наверное, любой человек, который хочет заняться спортом. Давайте чуть подробнее о том, как и что здесь происходит. Мы поговорим с инструктором по спорту стадиона Туймада Афанасием Луковцем. Афанасий Николаевич, раскройте, что здесь происходит, когда стадион перешел на летний режим? Стадион перешел на летний сезон в начале мая. Сейчас открывается с 6 утра до 8. Это вход свободный. Занимаются люди бегом. Порядка посещает утром 100-150 человек. А также люди приходят семьями и группами занимаются очень хорошо. То есть, в принципе, если я, например, захочу набрать какую-то группу своих друзей, приятелей, мне не надо никому обращаться, просто я могу прийти в 6 утра и заниматься с ними. Да, так можно так заниматься. Так, потом идет, закрывается, 9 идет, занимается по расписанию. Так. Но в это время все равно можно прийти уже на платной основе. На платной основе можно бегать 9 до 9. Также можно заниматься по расписанию, детский футбол идет у нас, потом легкая атлетика. И те, кто хочет бегать, занимается зарядкой и бегает.
Так, сейчас занимается у нас футбольная команда «Арктика Якутия», которая участвует на Дальневосточном футбольной лиге, юношеской футбольной лиге, а также занимаются легкоатлеты, спортсмены, и которые предстоящему участвуют готовятся играм Гончара. Хорошо, Афанасий Николаевич, большое спасибо. Ну что, если кто-то еще думает, что надо бы пойти заняться спортом, может быть, самое время завтра встать до 6 утра, к 6 часам подойти на стадион, когда будут уже открыты ворота. Единственное, конечно, небольшие проблемы здесь заставляют комары. Они после затяжной зимы, они, видимо, только вышли и очень злые и голодные. Но если бегать и выполнять физические упражнения, то комары будут разлетаться и ничего страшного. Поэтому занимайтесь культурой, занимайтесь спортом. Ждем вас всех и на стадионе, и на других площадках, где у нас проходят утренние зарядки. Коллеги, на этом у меня все. Спасибо. Большое спасибо, Александр. Да, друзья, действительно, если вы не знали, как правильно заниматься бегом, просто выходите на стадион, который располагается в черте лесополосы, и убегайте от комаров. И тогда вам и бодрость, и сила духа, и мотивация, и спорт, все вам будет обеспечено. Но мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. В нашей сегодняшней рубрике «Пусть мама придет» маленькая Валерия. Девочке скоро исполнится 2 года, и она очень нуждается в особом уходе, любви и заботе. И мы надеемся, что маленькая Лера обретет свою семью. Это Лерочка. Лерочке на сегодня 1 год и 9 месяцев. Девочка очень активная, подвижная, общительная, ласковая. Любит общаться с ребятишками, смотрит за ними, наблюдает, как они играют, с ней они общаются. Аппетит хороший, кушает все с удовольствием. Засыпает, по-разному бывает. Иногда долго лежит, сама себе песенки поет и потом засыпает. Лера, иди сюда, иди поиграем, давай ручки, давай поиграем. Ладушки, где были? У бабушки. Что ели? Кашку. Полетели. Как полетели? Вот так полетели. В здоровом аппетите Лерочки мы убедились, наблюдая, как хорошо она ест любимый суп. А еще Лерочка очень любит играть мячиком. Давай сама. Ой, молодец. Давай еще. Опа. Ой, какой шарик, лови. Ой, иди сюда. Да. Вот так. Ай, иди смотри, какая у тебя тут игрушка. Ай. Вот жизнерадостная она такая, веселая девочка. Конечно, ей бы в семью, где вот папа, мама окружат ее со всех сторон. Регулярные занятия спортом, кроме того, что улучшают здоровье, еще и помогают в выработке гормонов счастья, гормонов радости, эндорфинов, которые помогают, конечно, бороться со стрессом. А вот недавно россияне рассказали, как же они используют какие методы используют для того, чтобы побороть стресс. 34% россиян общаются с друзьями и родственниками. Так они уверены, им помогает это справиться с тяготами, теми самыми стрессами, которые возникают на работе. 27% налегают на сладкое, заедают свой стресс, а 22% пьют успокоительные. Еще 22% россиян проводят время с домашними животными.
Кстати, Руслан, вот как успокаиваешься ты? Ну, я сам по себе, как бы по жизни спокойный человек, но если вдруг что-то такое налегает, то стараюсь уехать на природу и немного отвлечься. Это замечательный, очень хороший способ. Я думаю, именно поэтому многие и устраивают усадьбы, садоводство, занимаются цветами и тем самым как-то борются со стрессом. И вот фермер Айталина Томская из села Кюнде Вилюйского района оформила земляничный бизнес благодаря агростартапу и поддержке администрации района. Свою предпринимательскую деятельность фермер начала еще в 2016 году и уже в 2020 вырастила свой первый урожай – 750 килограммов крупноплодной земляники. В гостях у фермера побывала Анна Васильева. В этом году начинающая фермер Айталина Томская уже начала поставлять свежую землянику в торговые точки Улуса и напрямую частным покупателям. Глава крестьянского хозяйства Айталина сама по образованию юрист и педагог. Она начала интересоваться выращиванием овощей и растений, когда переехала в село Кюнде. В прошлом году построили зимнюю теплицу, начали выращивать крупноплодную землянику. Очень хорошо зимовали, 100%. И сейчас в этом году с мая начали собирать первый урожай. Сейчас в круглогодичной теплице множество рассад, которые выставлены на продажу местному населению. Кроме того, в этом году фермер посадила колоновидные виды фруктов, деревья которых уже прижились к местной почве. Посажены колоновидные фрукты и кустарниковые, плодовые кустарники, малиновое дерево, киви, лимон, слива, абрикос, яблоня, виноград. Все есть. Видим первые побеги зелененькие. Главное, чтобы они прижились. Айталина Захаровна на этом останавливаться не собирает. И так в ближайшее время она испытает технологии гидропоники. Постепенно хотим такие сделать фитопирамида, это называется. Но пока изучаем. Первые сами делали такую установку. И этим летом хотим полностью посадить на гидропонике. Крупноплодная земляника – очень полезная ягода, богатая витамином С. Но, к сожалению, наслаждаться ее вкусом и полезными качествами в наших условиях приходится достаточно ограниченный период. Также клубника или земляника, которая продается зимой, не имеет практически никакого вкуса. Зато на гидропонике клубнику либо землянику своими руками можно выращивать круглый год, при этом будучи совершенно уверенным, что она так же полезна, как та, что снимается с обычной грядки. Анна Васильева, Иннокентий Колесов, Вилюйский Улус. Раз уж мы сегодня подняли тему стресса и как можно от него избавиться, хотелось бы отметить, что порой стресс можно получить даже находясь на природе. Министерством экологии Якутии в прошлом году было выявлено 184 места несанкционированного размещения отходов, в том числе 43 несанкционированные свалки. Большое количество мусора зафиксировано в промышленных городах республики, таких как Алдан, Ленск, Нерингри, а также Алекминском и Среднеколымском районах. Несанкционированные свалки в Якутии являются одной из острых экологических проблем, которые требуют комплексного решения. И сегодня у нас в гостях Сахаяна Хуютанова, куратор проекта «Мусор в Кубе». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Для начала расскажите, что это за проект «Мусор в Кубе»? «Мусор в Кубе» – это такой некоммерческий проект, который придумали мы со своими подружками. Нас всего трое – я, Тоня и Люба. Мы все втроем мамочки, и для нас забота о ребенке – это не только воспитание соответствующее, но еще и мы хотим подарить светлое небо, чистый воздух и чтобы солнце всегда светило. И для этого придумали, какой посыл отправить людям, населению города Якутска. Придумали такой арт-проект «Мусор в Кубе». Это получается стеклянный куб размещается в одном из проходимых мест города Якутска и будет демонстрировать мусорную проблему.
То есть, если я правильно понимаю, это будет стеклянный куб, в котором как раз-таки тот самый мусор, бытовые отходы, которые мы постоянно вот видим на прогулках по набережной, в парке. Вот это все будет там находиться. Ну, еще я хотела бы добавить, что наш проект еще и просветительский. Вообще мы планируем отобрать семью. У нас есть в Инстаграм-канале блог, и мы там объявили о том, что ищем семью. И вот с помощью этой семьи мы должны показать, что перейти на зеленые стороны, то есть на экологическую сторону, это не так страшно, не так сложно, как кажется. И люди будут видеть и вдохновляться этой семьей, которая будет копить мусор, грубо говоря, и вот показывать мусорную проблему. Вы сегодня пришли к нам не с пустыми руками. Здесь есть рисунок, я так понял, это вот визуализация как-то, проекта. Да. Можете про него рассказать? Мы планировали установить возле моста, но решили сейчас переиграть. Это мост по Юнского, да? Возле Триумфа? Да. Мы сейчас решили переиграть. Куб будет устанавливаться на талом озере. Но уже переговорили с владельцами и уже в процессе изготовления. Почему вообще мы решили сделать такой проект? Мы считаем, что проблема в том, что у населения нет такой грамотной экологической грамотности. И наша задача рассказать людям, что есть вообще более экологическая альтернатива обычной жизни. Там, копить батарейки, сдавать сырье. А для некоторых вообще, даже для меня пару лет назад мусор исчезал только тогда, когда он попадал в урну. То есть я не знала, куда попадает этот мусор. Для меня это закрывалась тема. То есть я уже снимала с себя ответственность. И я знаю, что у нас в городе очень отзывчивые люди. И проблема не в том, что люди, грубо говоря, плохие, а в том, что они просто не осведомлены. И вот наша задача рассказать, показать, чтобы реально видеть последствия. А вот какие-то, может быть, пару советов, следуя которым хотя бы той же сортировки мусора, чтобы люди могли, во-первых, видеть, то есть в течение недели, сколько у них накапливается пластика, сколько железа или еще что-нибудь? Самый яркий пример того, что у нас очень много пластика, это пакеты. Каждый день мы ходим в магазины и покупаем товары, вещи какие-нибудь, и нам фасуют в пакетах. Еще есть пакет с пакетами. Да, и как раз-таки пакет с пакетами – это демонстрация того, что у нас очень много пакетов. На самом деле можно избавиться от этих пакетов, не выбрасывая, а носить с собой сумочку. Либо купить какой-то шоппер, шить, либо же просто носить свой ранец. И тогда можно избавиться от 365 пакетов. Это очень просто на самом деле. Просто нужно выработать некие такие маленькие привычки, которые помогут в целом достичь больших результатов. Потому что нас много, и мы все будем уже знать. Ну в советское время был хороший пример, это продуктовая авоська, да? Да, и сейчас, кстати, очень модно. Ну и вы затронули тему, что вы хотите на премьере в конкретной семье, и сейчас вы занимаетесь подбором. И как сейчас проходит кастинг? Желающая семья, давайте я расскажу об этом. Семья должна состоять от 1 или 2 детей. Семья должна знать об ответственности, которая на них накладывается. Они должны знать, что просто так сойти с дистанции нельзя, потому что, это такая большая работа будет проведена, и усиленно подведем людей, которые будут следить за нашим проектом. И все, нужно быть очень, желать стать экологичными. И самое главное, кстати, все, кто видит этот эфир, тоже могут ознакомиться с нашим проектом в Инстаграме. «Мусор-3» в Кубе называется. Как раз у нас проходит кастинг до 15 июня, и можно отправить свои заявки. Главный приз – это самая крутая вещь, которая может просто понадобиться экологисту – это утилизатор органических отходов. По-моему, друзья, это замечательная мотивация, так что участвуйте в конкурсе. До 15 июня у вас еще есть время. Ну а жители, кстати, нашего Амгинского района могут полюбоваться на цветение амгинской сакуры. Куст рододендрона внешне напоминает знаменитый японский цветок.
Растение цветет лишь около 10 дней. Амгинские экологи призывают население бережно относиться к столь красивому растению и не рекомендуют пересаживать его к себе домой, так как куст очень уязвим и не растет в домашних условиях. Он любит каменистую, высокую местность, поэтому растет на сопках и в возвышенных местах. 18 видов рододендронов у нас в республике. Цветки вырастают примерно 2 сантиметров. Это кустарник, ядовитое растение. Размножение можно сделать стратификацию, собрать семена и тоже посадить с помощью стратификации. Всходы выходят в течение 20-25 дней. Можно так посадить. Ну что, друзья, наш эфир подходит к концу. А в первые дни июня все мы прекрасно знаем, как природа просыпается, как эти прекрасные яркие краски. Месяц яркий, все вокруг цветет. И пускай ваше настроение, друзья, будет таким же цветущим. Ну, конечно, лето – это пора отпусков, и, думаю, самый лучший вариант для отдыха с семьей – это берег моря. Ну а мы предлагаем, в свою очередь, вам зарядиться энергией моря перед рабочим днем вместе с нами. До новых встреч в эфире. Всем пока!